Сәлеметсіздер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы заканчиваем раздел «Выдающиеся личности». Урок номер 52. Тема сегодняшнего урока «Проверь себя». Өзіңді тексер. Сегодня на уроке ты проверишь свои знания по изученному разделу. Упражнение номер 1. Послушай слова Абая. Что они означают? Выбери ответ и напиши в тетради. Абайдың сөзін тыңда. Олар нені білдіреді? Жауапты таңдап, дәптеріңе жаз. Дети – радость души. Обучать их не прочь. Свет не милых наук. Я для них приберег. Давайте теперь переведем это стихотворение на казахский язык. Балалар жан дүниенің қуанышы. Оларды үйрету менің ісім. Маған қымбат білімнің сәулесі. Мен оларға қызмет етемін. Я радуюсь всему, что вижу вокруг. Мені қоршаған барлық нәрсеге қуаныштымын. Я хочу передать свои знания детям. Мен өз білімімді балаларға бергім келеді. Упражнение номер 2. Составь словосочетание, напиши в тетради. Сөз тіркесін құрап, дәптеріңе жаз. Слова подсказки. О полете, о космосе, о поэте, о күйші, о герое, о композиторе, о добре, о науке. Вопрос о ком? Кім туралы? Мечтал о ком? О поэте. Рассказал о ком? О күйші. Спросил о ком? О герое. Сообщил о ком? О композиторе. Вопрос о чем? Не туралы. Мечта о чем? О полете. Рассказ о чем? О космосе. Вопрос о чем? О добре. Сообщение о чем? О науке. Упражнение номер 3. Выпиши только те слова, которые показывают, что действие уже закончилось. Аяқталған іс-әрекетті көрсететін сөздерді теріп жаз. Пел, играл, назвал, выполнял, исполнил, спрашивал, посмотрел, спросил, считал, полетел. Упражнение номер 4. Прочитай высказывание. О чем оно? Поделись мнением с одноклассниками. Напиши в тетради. Мәлімдемені оқы. Ол не туралы? Сыныптастарыңмен пікіріңмен бөліс. Дәптеріңе жаз. Великих людей питает труд. Значение этого высказывания – труд приносит пользу, развивает и позволяет добиваться важных жизненных целей. Упражнение номер 5. Подбери схему к предложению. Сөйлемге қандай схема сәйкес келеді? Поэты пишут стихи, а композиторы сочиняют музыку. К этому предложению подходит схема под номером Б. Упражнение номер 6. Составь сложное предложение. Күрделі сөйлемдер құра. Первое предложение. Мальчики играют на домбре, а девочки слушают күй Курманғазы. Второе предложение. Ахмет Байтурсунов создал первый учебник әліппе, и все дети учились по нему. Третье предложение. Мирас хорошо пел, но не умел танцевать. Упражнение номер 7. Рассмотри фотографии. Подбери к каждой из них предложение. Суреттерге қара. Әр суретке сөйлемдерді таңда. Первая фотография. А. Памятник Канышу Сатпаеву в Алматы. К этой фотографии подходит предложение под номером 3. Это памятник ученому-геологу. Он написал первый учебник по математике для казахской школы.
Вторая фотография Б. Памятник Абаю в Алма-Ата. К этой фотографии подходит предложение под номером 1. Памятник великому казахскому поэту и писателю. О его мудрости знает весь мир. Третья фотография под номером В. Памятник Шокану Уалиханову в Алма-Ата. К этой фотографии подходит предложение под номером 2. Это ученый-путешественник. Он исследовал природу и культуру родной земли и других стран. Итог урока. Сегодня на уроке я узнала о выдающихся личностях. Я научилась составлять словосочетания сложные предложения. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.